Assalamu alaikum dostlar. Siz Yur kanalını seyretesiz. Ve bugün biz Ali Maydamak deresine yol tutamız. Bu bizim kanalımızda endi ikinci video olacak bu yerden. Bugün ise Kırım Toponimika Telegram kanalının iştirakçılarıyla beraber o derege yol tutamız. Kuz'un aydın acayip günlerinden biri. Hava açık ve pek güzel, pek dülbir manzaralar göreceğimiz kısmet olsa bizden kalınız, kettik. Наша первая точка, мы сюда приехали, называется, это место называется Таш-Аир. Вот он Таш, отделившийся, да, Таш-Аир. Собственно, этот топоним тут несколько раз используется, в Чешме тоже так называется, Таш-Аир Чешме. В 2000-е годы вода отсюда пропала. И вот этот вот Чешме, который вы сейчас видите, был построен местным жителем. Он живет здесь в этой долине, работает экскурсоводом, его зовут Айваз Османов. Он со своими родственниками, своими силами начертил, распилил камни и построил вот такой вот чешме. В строительстве этого памятника ему помогали Олег Сагаверонский, это он рассказывает, Шукри Ситумеров, это работник Бахчисарайского музея. Это же Шукри Ситумеров в архивах нашел табличку, которая была на оригинальном чешме. И они здесь сделали надпись. Но надпись, как вы видите, на сегодняшний день здесь отсутствует, она не сохранилась. Как говорит Айваз Ага, ее сломали через пару месяцев. Вот здесь вот была написана Таш-Аир Чешмеса, но тоже, как вы видите, надпись не сохранилась. Вот эта долина, Качельская долина, если вот вы по дороге едете, обращайте внимание, что такие скалы с навесами, такие гротики, удобные гротики. И вот древний человек уже очень давно как бы оценил, не знаю, удобство этих навесов и с давних времен здесь селится и ведет какую-то хозяйственную деятельность, жизнедеятельность. Ну и одним из самых интересных объектов, на мой взгляд, которые у нас есть в этой долине, это Таш-Аирские наскальные рисунки. Пойдемте на них смотреть. На этом месте, вот на этой скале есть рисунки, если вы их не видите, сейчас я вам покажу, где они находятся. Они были обнаружены в 1935 году археологом Крайновым. Они здесь проводили разыскания, скажем так, да, и вот им удалось обнаружить эти рисунки. Вот вы их не замечаете, и вот удивительно, да, что только в 1935 году были обнаружены. Дело в том, что их плохо видно. И вот я вот сейчас показываю, вот здесь вот очень плохо различимые рисунки вот в этой части. С течением времени они разрушаются не только по причине человека, но и по естественным природным причинам. Доказательством этому является тот факт, что этот археолог Крайнов, когда раскапывал эту стоянку, он, во-первых, раскопал 10 культурных слоев в глубину 4 метра, представьте. И в одном из культурных слоев были обнаружены отколовшиеся части скалы уже с рисунками. То есть это свидетельство того, что это достаточно древнее, и что эти рисунки разрушаются тоже довольно давно. Какой возраст? Как определить возраст этих рисунков? Опять же, по анализу этих культурных слоев, этот археолог Крайнов дает нам дату, опять же, там большой разброс, от 4 до 2 тысячелетия до нашей эры. Давайте вот теперь посмотрим на рисунки, они вот так вот были перенесены на бумагу. Здесь есть... Что тут изображено, да? Вот вопрос. Во-первых, да, вот этот Крайнов, он сделал детальный анализ каждой фигуры. Мы сейчас не будем этого разбирать. В общих чертах здесь изображена какая-то битва, какое-то сражение. Какие есть косвенные признаки, которые об этом нам говорят? Тут есть фигурки людей, которые с оружием, да, совершенно верно, и есть которые безоружные. И есть которые лежат, которые стоят, да? Вот такой вот у нас есть интересный объект.
Вообще, это такой штукой нужно гордиться и хранить как зеницу ока, но, видите, да, местность называется Алим Айдамах Дереса. В честь известного крымско-татарского героя Робина Гуда, защитника бедных. В общем, такой вот персонаж, да, все про него знают. Образ Алима очень подробно описан в литературе. Какое-то невероятное количество есть произведений. И среди крымско-татарских писателей это у Юсуфа Балатова, Эмир Ипчи, у Фаризы Фазыла есть произведение, посвященное Алиму. И русскоязычные есть писатели, которые тоже о нем писали. Но несмотря на то, что это такой романтизированный образ, который обрел такую легендарную славу, это был реальный человек, который родился в 1816 году в селе Копырликой Карасу-Базарского района. Мы, кстати, прошлый наш поход был как раз таки в этих местах проходил. Однако, несмотря на то, что это реальный персонаж, до последнего времени никто как бы не приводил никаких доказательств о его реальной деятельности. Но в 2015 году кандидат филологических наук КФУ Тамила Сетьягяева защитила диссертацию, посвященную вот этому персонажу, и она работала с архивными документами, и в нашем крымском архиве она обнаружила более 120 листов архивных дел, в которых упоминается, ну там различные доносы, судебные какие-то иски, жалобы и так далее, которые были выписаны на имя Алима. То есть он действительно... Шороху наводил. Да, наводил шороху, да. Еще что интересно. Интересно, что вот этот образ Алима очень хорошо ложился, вот в советские времена, очень хорошо ложился вот под эту, как сказать, парадигму классовой борьбы. Он же у бедных защищал, у богатых забирал, бедным отдавал, понятно, да? И первый, вот именно первый крымско-татарский фильм в советское время был посвящен этому персонажу, да, он так и назывался, Алим. Он сейчас есть в доступе. А там Догул реально, да, родился в 1916 году. Родился он в Копырлике. А Чалшханер он по всему Крыму там. Если мы его деятельность, как вот разбойническую деятельность, как его работу будем воспринимать, то работал он по всему Крыму. Казалось бы, обычный, ничем не примечательный камень. Можно мимо пройти и не заметить. Он упоминается в литературе уже в 19 веке. Известный краевед, путешественник Кандараки пишет про него. То есть вот такой вот камень, который стоит вдоль дороги, называется Язлыташ или Тамгаташ. И он пишет, что этот камень является объектом мистического поклонения. На нем высечены знаки. Я сейчас вам предлагаю подойти и самостоятельно найти, где эти знаки есть. Давайте. Tozlu yollarına düştüm de geldim. Dinsizler kestiler sıvın başını. Yollar acısını yaralarımı. Özüne inandın Alim, dağlara gittin Alim, Tarkum'de dostum Alim. Kınama allarını, bağlama ellerime, açıp de yollarımı. Özüne inandın Alim, dağlara gittin Alim, Tarkum'de dostum Alim. Смотрите, вот рисунки, которые мы там видели, Ташаирский. Вот такие рисунки в 1935 году, это вот уникальная находка, она, вот похожих рисунков в Крыму не было.
А вот в 80-е годы, вот в Алимовой балке были обнаружены похожие рисунки. Ну вот вы сейчас смотрите на них, похожи они на те рисунки? Ну, мне четче видно просто. Четче видно. Ну, А это как вы мистификация. думаете, почему это четче видно? Недавно рисовали. Правильно, потому что это современная живопись. Краска лучше была. Это, Камень не пожелтевший. это мы уже современная живопись, да. Kınama allarını, bağlama ellerimi, açıktır yollarımı. Salımın elinden kapına kilidin, kan girdi içimden, bulandım kaldım. Yetişin erenler, İmdatka kilidim. Bilmem kim silecek gözüm yaşlarımı. O sene inandın alim, dağlara gittin alim, kalbimde dostum alim. Kınama allarını, bağlama ellerime, açıktı yollarımı. O sene inandın alim, dağlara gittin alim, kalbimde dostum alim. Kınama allarını, bağlama ellerime, açıktı yollarımı. Да, мы сейчас будем смотреть с вами таврские ящики. Таврские ящики это объекты, которые принадлежали такому народу, как тавры. Тавры — народ, который здесь жил у нас на Крымском полуострове в горной и предгорной части. Впервые они упоминаются у этих античных историков 6 век до нашей эры. Последнее упоминание 1 век, тоже до нашей эры. Но там они уже в последнем, в 1 веке, они упоминаются как тавроскифы. Как они сами себя называли, мы не знаем. Тавры — это название, которое им дают античные историки. Ну, греки здесь свои колонии основывают и имеют с ними какие-то взаимоотношения. Поэтому о них и писали в своих трудах. Про самих тавров известно очень мало, от них очень мало что осталось. Вот сейчас мы посмотрим с вами таврский ящик. Это чуть ли не единственный их объект материальной культуры. Давайте к нему пройдем. Так, вот в этой балке их тут несколько. Вот там дальше, если пройти, будет примерно такого же вида. Что такое таврский ящик? Таврский ящик — это могила, по сути дела, которая состоит из 4 плит, каменных плит. Они разных бывают размеров. В литературе встречается упоминание, что эти камни достигали 20 тонн веса. Тут мы видим 3 сохранившихся камня, тут должен быть еще 4-й, и сверху была крышка. Все это накрывалось крышкой. Сюда помещали умершего, и эту могилу использовали неоднократно, то есть ее могли туда дозахоронять. Что еще интересно, и когда она переполнялась, эта могила, кости оттуда доставали, оставляли только череп и докидывали трупы. Я в прошлый раз, когда здесь был, видел, как девушка вот просто ходила так вот по кругу, дошла до центра, что-то загадала и обратно также вернулась. Можете повторить такой опыт, если хотите? Да. Ну, я не знаю. И вообще у нас в Крыму последние годы очень много стало таких всяких эзотериков. O sene inandın alim, dağlara gittin alim,
Tarkun'de dostum Ali. Kınama allarını, bağlama ellerime, açıp de yollarımı. Özüne inandın Ali, dağlara gittin Ali. Tarkun'de dostum Ali. Kınama allarını, bağlama ellerime, açıp de yollarımı. Salımın elinden kapına kilidin, kan girdi içimden, bulandım kaldım. Yetişin erenler, İmdatka kilidin. Bilmem kim silecek gözüm yaşlarımı. Özüne inandın Ali, dağlara gittin Ali. Tarkun'de dostum Ali. Kınama allarını, bağlama ellerime, açıp de yollarımı. Özüne inandın Ali, dağlara gittin Ali. Tarkun'de dostum Ali. Kınama allarını, bağlama ellerime, açıp de yollarımı. Özüne inandın Ali, dağlara gittin Ali. Tarkun'de dostum Ali. Kınama allarını, bağlama ellerime, Ali. Ali. Чатырдак вот там должен быть. Будем кормить. Görünüyor. Ana eklizi burun görünüyor. Вот doğru. Mana точно, mana ko'rinadi. To'g'ri. Yana Abi qaravul tepay. В общем, это интересная мысль. Bugün siz Я kahve её углубляюсь, и, скорее всего, Кавесы это солмай. İşimiz южный А кавесы. почему турки отказались от кофе? Тоже логично. Enderer vaqt maqtay для verağan pişirgen kahvesi. Участки это военная. Şimdi pişirecek. И он боролся с янычарами, но янычары первые. Такое маленькое, Знаете, где маленькое помещение. Хош кафе, Сифа? да, у него? Хош Сифа, знаете, где кафе? На Джефиле Да. Хош Сифа. Вот прям до этого кафе, вот Да. прямо на этой же площадке у Да, него да, и да. мастерская. У него есть магазин сувениров, и там же мастерская. В общем, Kırım'da nam kazangan ustalardan. Bugün ozımızımız pişirmeyi. Заместитель bugün. Нормальный Ne için? Хоть нормальный кофе, хоть раз попьем, похватит. Нам Enver все уши прожужжал уже. Да? Энвер! У вас обмен опытом.
Батл. Битва. Записывали бабушки такие, это Карасу-Базарский район. Ага, блин, И она говорила, что у них кофе пили только строго утром один раз. И все. До завтрака Дети или не после? пили. А? До завтрака или после? Этот момент надо писать. Горит, наверное, что-то газом они. У нас бабушка целыми днями пила кофе. Целыми днями. Rahmetli dedem de. Ага. Не знаю, раз в 10. Я попадал в рабство к ним и крутил дигермен. Айнен. Мне тоже давали. Вот многие вот этот вот комок не перемешивают. Потом вот этот комок кому-то попадает. Снимал. Конечно. Температура. Чувствуется уверенная, твердая рука. Я такого не видел, кстати. А? Так, все, 4. Забиваем. Ленька, можно получилось? Ничего, Маша.